Сразу хочу пояснить этот заголовок в газете «Комсомольская правда» в Якутии. Запорожец имеется в виду не марка автомобиля, а Андрей Запорожец, который оказался как раз самым задиристым среди участников, гонщиков на москвичах на первых в истории Якутска гонках без правил. Они прошли 21 сентября 2002 года на полигоне «Патриот» в пригороде Якутска. Гонки собрали тысячи людей, якутян, на старт вышли 8 москвичей. Ну, как и полагалось, вместо ветровых стекол были установлены металлические сетки, а стекла из дверей были убраны вовсе. Ну, впрочем, может, они и не убирались даже, а их просто там уже не было. Ведь машины, предоставленные организаторами гонок, ну, скажем так, не первой молодости, списанные. Тем не менее, каждому из участников гонок без правил пришлось с ними повозиться, ведь как-никак, а каждая из этих машин должна была выдержать по 10 минут в 3 заездах. А это не так просто даже для обычной, нормальной машины. Ну, собственно говоря, то, чего ждали вот эти тысячи зрителей, они, как мне кажется, и получили. Я имею в виду адреналина в крови, было выброшено, наверное, месячная норма. Ну, наверное, даже водители и осознанно к этому шли, потому что устраивали, как правило, шоу с давками, подзатыльниками, толчками непосредственно перед зрительской трибуной, чтобы было получше видно, что к чему. Победитель беспредельных гонок определялся по результатам 2 лучших заездов. На таких вот на счету Андрея Помигалова победителя оказалось 3, то есть каждый раз он первым получал отмашку флагом судьи на финише. Ну, а что касается Андрея Запорожца, то он даже будущему победителю устроил, так скажем, веселую жизнь прямо на самом старте, создав аварийную ситуацию. Он загородил путь будущему победителю. Слева виден капот его москвича. Ну, если с Помигаловым Андрею Запорожцу разобраться, что называется, не удалось, то в первом же заезде он все-таки выбил машину еще одного участника заезда, Георгия Таюрского. На фото его машина слева. Тот так и не оклемался после вот этого толчка. А сам Андрей Запорожец, хотя даже с пробитым радиатором, но все-таки благополучно завершил еще 2 заезда. Ну, впрочем, не все так гладко у него проходило. Вот на этой фотографии видно, как самого Запорожца отправил, так скажем, в аут Максим Осипов. Ну и после этого нокаута Запорожец все-таки сумел своим ходом завершить гонку. Ну а праздновал победу в заездах беспредельщиков, как я уже сказал, Андрей Помигалов. Замечу, увы, для зрителей, увы, он настолько хорошо подготовил свой москвич к гонке, что легко уходил со старта и обычно лидировал в гордом одиночестве и почти таким образом не участвуя ни в одной из авторазборок на трассе. Добавлю, что в заездах нормальных водителей зрителям тоже пришлось поднервничать. Правда, переворот здесь был только один. Лазарь Сергучев, вот на этом фото на повороте он сбрасывал газ, и его автомобиль кувыркнуло. Ну, довольно удачно. И машина, и водитель при этом не пострадали. Ну, а что касается победителя в этой части гонок, то им стал Андрей Костромин. Ему была вручена суперсистема охраны автомашины, приз в 10 000 рублей и цветной телевизор.